Пандемия не обошла стороной и Национальную галерею. Там этой темой оказались пронизаны работы художников Коми. В контрасте и одном ряду с ними организаторы решили показать и работы за 19-20 годы. Получилась битва поколений. Каждый мастер представил свой взгляд на время. Выставку назвали «Время.com.ай». Это около 100 работ из Ухты, Воркуты, Сыктывкара. Но на экспозицию попала только треть. Почему, знает Елена Кононова. На первый взгляд это всего лишь что-то бесформенное, сделанное из гипса и сетки рябицы. Меж тем для кого-то здесь целая философия. Поиск новой пластики, выход за пределы себя, объясняет автор Анастасия Разманова. Скульптура из серии «Аут», которая посвящена периоду самоизоляции. 2020 год, он был довольно сложным для всех, и мы, оказавшись в замкнутых условиях и находясь в изоляции, переосмысляли свое какое-то, можно сказать, свою оболочку, свое тело в том числе, свои мысли, и это некоторый итог моих мыслей, можно так сказать. Здесь нет конкретики, здесь именно работа о бесформенности этого времени. Тема карантина красной нитью проходит практически через каждую работу в этом зале, где выставлены картины и скульптуры молодых художников. При этом в живописных полотнах, графических вещах никакой депрессии и трагизма. Немного иронии и юмора, как на диптихе Татьяны Земцовой, например. Я выбрала именно тему космоса, потому что как раз-таки они там самоизолированные достаточно и сильно защищенные, все в скафандрах, но при этой защищенности они все обезличены. И вот товарищ, пойдя в магазин, просто увидел, может быть, кто-то из этих фотографий – это он. А здесь работы мэтров. Для них проблема времени в ее скоротечности. На картине председателя Союза художников Коми дочь. Здесь ей 6 лет. А сегодня она уже старше на 4 года. Фарук Бурангулов вздыхает. Как быстро растут дети. Когда уже живешь какое-то время самое ценное становится. В смысле, планов было много чего отсеивается. Не потому, что не надо это делать, потому что у тебя на это уже времени нет. В смысле, просто физически, как бы ты ее можешь, но у тебя еще есть какие-то вещи, которые хочешь ты успеть. Даже не сказать, рассказать, а просто уже как бы тоже внутри искусства заниматься там многими проблемами, которые у тебя были, и всегда они были, и были какие-то идеи, но еще и эмоции сохранить. Живопись, скульптуры, графики, предметы декоративно-прикладного искусства. Здесь и академическая школа, и модернизм, и постмодерн. И вместе с этим совершенно новые формы, новые техники. На отчетной выставке 2020 много молодых художников, а это прежде всего незашоренность, свобода, энергия, новый взгляд. Даже в тех малых формах очень пронзительно очень многие темы прозвучали, которые раньше были закрыты. Мы даже их на выставках не видели. Вот тема ГУЛАГа, тема деревни. Деревни не той пасторальной, к которой мы привыкли, пейзажи бесконечные, а вот тема прошлой деревни, тема сегодняшней деревни. И она через некие такие вот формы сна, формы граффитические какие-то, вот, формы не пленерные, некие такие переосмысления, поэтические переосмысления, метафорические переосмысления. И самое главное, посетители все это могут посмотреть в офлайн, а не в онлайн-режиме, как было в период изоляции. Конечно, соблюдаем масочный режим. Все понимают, из-за пандемии придется научиться жить по-новому. А, как известно, с изобразительным искусством справиться с трудностями легче. Елена Кононова, Роман Боровиков, телеканал Юрган.